Доброе утро. Собираемся всей семьей перед телевизором, встречаем наступивший день, тем более повод есть их прекрасный, 2 декабря на календаре, и мы официально сегодня начинаем последний месяц перед Новым годом. Вчера были выходные, 1 декабря, сегодня 2, понедельник, и помимо этого, конечно же, понедельник — это что? Повод на неделю наметить новых планов, новых свершений и достигать их. И мы желаем, чтобы у вас все получилось. Это «Утро Якутии». Вместе с вами мы встречаем этот день, заряжаем вас бодрой энергией. Дарья Анкехова, Павел Танин. Ближайший час вместе с вами. Ну и, как всегда, наша команда подготовила все самое интересное, последние новости, интересные рубрики, ну и, конечно, интересные гости. В общем, оставайтесь с нами в течение ближайшего часа, и я думаю, проснуться вы уж точно проснетесь, ну и приятных новостей, наверное. Есть что будет обсудить за чашечкой утреннего кофе, но и самое главное... Или чая. Или чая, да. Лучше чая. Все-таки чай, да? Да. Ну и начнем, конечно же, мы наш эфир с такой очень доброй новости, я бы сказала, с нашей рубрики «Пока вы спали». Московские хирурги за деньги стали удлинять линию жизни на ладони пациента. Еще не могут добавить длины линиям брака и здоровья. Такая процедура стоит 200 тысяч рублей. Таким образом, россияне пытаются обмануть судьбу. В общем, бум на пластику ладошек возник в Японии еще в 2013 году. Тогда же в России провели первую подобную операцию. Однако большинство хиромантов не поддерживает такого вмешательства в судьбу человека, аргументируя это возможностью нагнать на себя беду. Вот, ну, собственно, интересна новость несколькими фактами. Вот первое, конечно, с точки зрения, как это проводится. То есть мы знаем, да, существует пластическая хирургия, различные процедуры, там, корректировка там, на лице чего-то, в своем теле и так далее, пластика различных частей себя. Мы примерно можем представить, как это происходит. Да? То есть, ну, как-то, может быть, абстрактно, но понимаем, здесь надрезали, здесь что-то добавили и так далее. Как можно хирургически удлинить линию жизни, потому что, ну, это, по сути, вот складка на руке, да, ну, как бы... Вот был кадр, можно фломастером. Нет, ну каким-то образом ее, во-первых, углубляют. Выжигание. Да, углубляют и удлиняют. Ну, собственно, раз есть спрос, значит, есть предложение. Ну, а второй момент, мне почему-то сразу на ум вспомнился, если вы смотрели, такой был замечательный мультипликационный сатирический сериал западного производства «Южный парк». Там однажды была серия, когда один из персонажей захотел стать очень хорошим баскетболистом. Для этого он решился на процедуру по смене своей расы, да, чтобы стать темнокожим, высоким баскетболистом. Ну и как бы все упирается в то, что судьбу ты свою не обманешь. Да? Все вмешательства, как бы, если в тебя что-то заложено, ну, если мы опять же поддержим хиромантов в этом вопросе, да, что они говорят, не надо шутить с судьбой. Но мне кажется, хирургическое вмешательство никак не может изменить то, что, допустим, некой судьбой в тебя заложено изначально. Ну, Паш, ну видишь, в Японии уже с 2013 года практикуют такие в Японии вещи. много что практикуют. А в Москве уже сделали первую подобную операцию. А значит, людям ну, сделали хочется. ее впервые почти больше 10 лет назад, как бы, а заговорили как будто бы только сейчас. Ну, значит, потому что люди хотят изменить судьбу и верят вот в все такие вещи. А почему бы нет? Ну, я считаю, что судьбу человек как бы может менять без всяких вот таких вмешательств. То есть ставь цели, достигай их, меняй свое какое-то восприятие и тому подобное. Ну, интересная тема для утренней беседы со своими знаешь, близкими. чего мы не можем изменить? Вот точно. Чего? Это, конечно же, Погоду. погоду. Давайте узнаем, какая же погода у нас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 30 градусов. В Заречной группе 23-32 ниже 0. В южных 25-26 градусов мороза. В Вилюйской группе до минус 34, в Нижнеленских 28-30 ниже 0. В западных до минус 37, в Колымендигирской группе улусов 18-29 ниже 0. В Янских 24-33 градуса мороза. На северо-западе ожидается до минус 36. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 28 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер западный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 23 градусов. Вот. Ну, а, кстати говоря, про Москву, да, там в свое время тоже умеют, когда надо, погоду менять. Вот
Можно ли за 200 тысяч рублей, допустим, потеплее сделать Якутске? Хотя зима пока что, как будто бы вчера я себя поймал на мысли, что она достаточно теплая, да, и для начала декабря такие температуры как будто бы, ну... Я всегда побаиваюсь, что потом январь будет отыгрываться на нас, и этого не хотелось бы. Но не будем забегать вперед, и сейчас передадим слово нашим коллегам из новостного отдела и узнаем, что же произошло на территории нашей республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С наступлением зимы в жизни россиян появляются изменения, в числе которых увеличение численности военнослужащих, арест за подложные налоговые декларации, а также новые льготы для бойцов СВО. Теперь с 1 декабря общая численность ВС РФ превысит 2 миллиона личного состава. В декабре фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в ноябре отметили 80-летний юбилей, а также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие первую группу инвалидности. Ну а участников спецоперации освободят от уплаты исполнительского сбора. Он составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества. За подложные налоговые декларации начнут сажать. Это будет грозить лишением свободы на срок до 7 лет. Такие документы будут признавать подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или о передаче имущественных прав. Утверждена индексация материнского капитала на 2025 год. Мат-капитал на первого ребенка составит 676 398 рублей. Размер определен исходя из индекса потребительских цен. Индексация произойдет 1 февраля. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Кроме того, их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет. Якутия и Киргизия обновят соглашение о сотрудничестве. Об обновлении соглашения договорились на рабочей встрече в Бишкеке. Стороны наметили планы по торгово-экономическому взаимодействию и сотрудничеству в таких сферах, как культура, спорт, образование, что будет закреплено новым соглашением. В настоящее время наблюдается существенный рост торговли Якутии и Киргизии. Здесь есть хорошие перспективы в сфере налаживания взаимных поставок различных товаров, подчеркнул Айсен Николаев. Также в рамках рабочего визита в Киргизскую республику глава Якутии встретился с мэром города Бишкек Айбеком Джунушалиевым. Руководители говорили о вопросах налаживания межрегиональных связей. В частности, речь шла о сотрудничестве в использовании современных технологий и решений в городском управлении, в сфере культуры и об общих исторических корнях. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды. Это позволит инспекторам находиться на рыболовных и рыбоводных участках и перемещаться по акватории водных объектов рыбохозяйственного значения для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований к рыболовству и сохранению водных биоресурсов. Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования. Участились случаи рассылки мошеннических открыток. Аферисты используют рассылки, которые загружают в гаджеты вредоносный код для сбора персональных данных людей. Не стоит доверять сообщениям, полученным от неизвестных людей, однако зараженные картинки и фото часто приходят и от знакомых контактов. Это может быть следствием взлома их аккаунта в мессенджере. Важно быть бдительным и при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением фото или картинки без предпросмотра, лучше уточнить у него через другой способ связи, что находится во вложении. С сегодняшнего дня до 6 декабря в Якутске пройдет финал Республиканского детско-юношеского фестиваля искусств «Белый олененок», который объединит порядка 400 ребят со всех уголков республики. Помимо этого, конкурс также примет ребят и в заочном формате на цифровых платформах, где юные таланты будут демонстрировать свои творческие способности. И у нас в студии сегодня гости из Анабарского улуса. Это Николаева Айталына Александровна, педагог-хореограф Анабарской детской школы искусств, а также Туприна Арина, воспитанница Анабарской детской школы искусств и участник республиканского конкурса «Белый олененок». Доброе утро. Здравствуйте. Первый вопрос, наверное, будет обязательно к педагогу-хореографу. Да? Что же за конкурс такой «Белый олененок»? Это детско-юношеский фестиваль искусства, республиканский конкурс. А какие направления он в себя включает? Потому что, творчество, это понятие очень широкое, да? Так, вокал, хореография, киноискусство, театральное направление и живопись. Угу. Арина, а по какому направлению приехала ты?
по хореографическому искусству. По хореографическому искусству. То есть будешь танцевать? Да. Молодец. А вообще сколько детей вот на муниципальном этапе конкурса, то есть, я так понимаю, в Анабарском Улусе тоже он проходил, сколько Да, было в участия? муниципальном этапе у нас проходили 24 участника. Мгм. И одного только выбрали или несколько с Анабарского Улуса? Мы с участников были? Анабарского Улуса приехали 9, считая меня, и 8 детей. Мгм. И все по направлению хореографии. Да, То есть вы больше танцуете. больше танцуем. Ну, на самом деле, почти половина, да, из отборочного муниципального, ну, чуть меньше половины приехали на региональный финальный этап. Есть ли это, да, результат того, что, ну, в районе идет такая вот поддержка творчества детей? Вообще, какие условия там сейчас созданы? У нас в районе очень хорошо поддерживают детское творчество. Всегда отправляют на республиканские, всероссийские и на международные конкурсы. И у нас год назад как раз открылась вот детская Анабарская школа искусств. Мгм. Вот как давно танцуешь, Арина? С детского сада. С детского сада? Мгм. То есть сама любишь танцевать или тебя кто-то привел, мама там или папа, бабушка? Сама люблю танцевать. С самого детства танцевала, да? Да. Молодец. А говоря про участие в конкурсах, да, твой ли это сейчас первый конкурс, или у тебя уже за плечами, там, ну, может быть, если и не победы, то участие во многих вот различных соревнованиях танцевали? 8, да? 8. Уже Восьмой раз ничего уже себе, есть? ты уже опытный. 8 конкурс. А вот приехали мы 2 раз. Второй раз. Молодец. Ну, давай поговорим о твоем наряде. Вот именно в этом наряде ты будешь танцевать, да? Да. Это национальный наряд? Да? По долгам. Долганский национальный наряд. Мгм. Соответственно, и танец будет долганский. Да, мы приехали с 3 номерами. Есть эвенкийский, долганский и сольный номер характерный. Ну вот нужно отметить, наверное, отдаленность, да, Анабарского Улуса. Вот получается ли у вас часто посещать какие-то подобные мероприятия, или все-таки возможности нет, или поддерживают вас? Нас очень хорошо поддерживает, но сами знаем, что цены, конечно, кусачие, но пытаемся как по возможности выехать. Мгм. Ну, то есть у детей есть такая возможность? У детей есть возможность, да. Ну, вот говоря о педагогах, почему о педагогах? Потому что, ну, есть такое понятие, да, обмен опытом и так далее. Часто ли вот именно педагоги выезжают, может быть, но опять же, может быть, не внутри республики, за пределы республики, тоже для обмена опытом, там, почерпания каких-то новых Ну, методик? я же сообщила, да, только что мы открылись только, да, год назад. И вот в следующем году мы хотим между улусами обмен опытом, педагогами провести. Мгм. А что касаемо детей, да, все-таки сегодня молодежь больше уделяет вниманию танцам, песням. Вот к чему интерес проявлен в большом количестве? Ну, в большом количестве вот танцам, песням и спорту. Спорту. Да. То есть активно занимаемся еще и спортом на севере. Да, у нас тоже там новая детская спортивная школа. Ага, рядом. Тут творчество, тут спорт. Не, ну спорт на самом деле это хорошо, как минимум, если опять же говорить про север, нужно двигаться, Да. чтобы не замерзнуть. Арина, расскажи, а где еще, в каких городах ты участвовала в конкурсах? Или, может быть, только в Якутске? Только в Якутске. Только в Якутск приезжаешь, да? Ну, наверное, скоро уже и Москва будет, да, наверное? Надеемся. Надеемся, да. Арина, а вот что тебе больше всего нравится в танцах? Движение, песня. Именно Музыка, да, движение в наверное, ритм. Музыка. Поддерживает тебя семья? Да. Кто больше всего поддерживает твое увлечение? Мама, папа. Все, да? А костюм это вам шил какой-то мастер или, может быть, твои родственники? Мама шила. Мама Варежки. шила Мама и мастера, да? мастера. Ну, вообще здорово, И когда вот элемент экипировки как бы создается близкими людьми, потому что ну, это как минимум вот ощутимая прям вот здесь сейчас поддержка, потому что ты понимаешь, там условно вот варежки мне сшила мама, и ты такой, это дает сил. Да. Мне кажется, это Как дает сил. талисман, как Ну талисман. да, как талисман, действительно. Вот. Ну и пользуясь случаем, у вас есть, наверное, и смотрят, может быть, смотрят не сейчас, посмотрят потом, есть возможность передать привет, опять же, Анабарскому Улусу, своим Маме с землякам, папой. маме с папой и так далее. Вчера сначала ты. Кому передашь привет, Арина?
Мама, папа, привет. Бабушка, дедушка. Молодец. Так, всем передаем привет и нашим землякам тоже. Ну а мы, в свою очередь, желаем вам удачи, успешного выступления. Ну и, конечно, по возможности, чтобы вы заняли призовые места. Все-таки это конкурс, да, фестиваль. И дальнейших побед. Все, спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Ну, а понедельник – день тяжелый. Каждый из нас хоть раз в жизни слышал такую фразу, как бы говорящую нам, что великих трудовых побед в этот день ждать не стоит. С одной стороны, у этого утверждения может быть научное обоснование, потому что после выходных, особенно активных, бывает тяжело обратно вклиниться в рабочий процесс. Но, с другой стороны, все дело в настрое. Если хотите, чтобы понедельник не был тяжелым, ну или хотя бы тяжесть не сказалась на продуктивности, необходимо с самого утра получить заряд бодрости. А в этом вам поможет утренняя зарядка. Тем более, что ее можно сделать вместе с детьми. Так что заводите всех своих домашних этой энергией и давайте проведем утреннюю растяжку. Доброе утро! Сегодня мы продолжаем комплекс с детишками. Сегодня сделаем растяжку также на осаночку и на хорошее самочувствие перед нашим рабочим днем. Аня, давай ложимся на коврик. И ручками делаем вдох, выдох, руки вниз. Еще раз вдох, выдох. И как струночка потянулась, ножки, ручки. 4, 3, 2, 1. Ручки по сторонам раскинули. Хоп. Ножку поставила правую налево и пошли. Вытяжение позвоночника. Хоп. И обратно. Голова в ту сторону смотрит. Хоп. В обратную сторону. Аня, ко мне смотри. Хоп. И последний раз. На выдохе. Хоп. Хорошо. Ножку поменяли. Теперь лево и уходим в правую сторону. Хоп. Поставила. И в правую сторону ножку, голова влево. Выдох. Вдох медленно. Выдох. Поясничка, спинка отдыхает. Еще раз. Выдох. И снова как струночка потянулась. 3, 2, 1. Давай лодочку сделала. И вперед-назад покачалась. В стороны. И снова вытянулась. 3, 2, 1. Себя обняла. И пошли. Вдох. Руки раскинула. Выдох. Дыхательная гимнастика. Вдох. Выдох. И третий раз. Вдох. Выдох. И теперь поясничку растянем. Ножку к себе потянула. 3, 2, 1. Голову прижали. Хоп. Голову положила. Коленку выпрямила. Левую ножку себе тянем. 3, 2, 1. Хоп. Положила. И вытянулись. Тянемся. 3, 2, 1. Ручку одну вниз пошли. Одна наверху. И пошли. Раз наверх. 2, 3, 4. Молодец. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Снова потянулись. 3, 2, 1. Ручки Анечка вот так согнула. В локтях. Хоп. И пошли вниз. Плечевой сустав. 2, 3, 4, 5. Хорошо. Одну руку наверху оставь, а другую внизу. Разноименные пошли. Хоп, хоп. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И потянулась снова. Тянемся. Вдох, 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 вдох. И отпустила. Выдох. Ножку к себе правую потянули. И в другую сторону. Правую ножку. Ножку тянем. И в сторону потянули корпус. Хорошо. Опустили. Другую ножку. Хоп. И потянули. Опустили. Хорошо. Потянулись. И с выдохом. И за ножку взяли. И поднялись. Вот такой комплекс мы сделали на растяжку, на пробуждение. Всем хорошего дня! Ну а помимо зарядки есть и другие утренние процедуры, которые необходимо сделать, прежде чем начать свой день. Ну, например, умывание. Кстати, многие дети неохотно спешат в ванну после пробуждения, родителям приходится уговаривать их, а порой и вовсе вести за ручку и умывать своими руками. Ну, такая история, вероятно, распространена в дошкольном возрасте. Можно ли в таком случае считать, что ребенок непослушный?
Но я, например, думаю, что нет. Все-таки судить только по одному действию неправильно. Да и если говорить именно про утреннее умывание, то тут скорее дело в том, что дети еще не умеют чувствовать время так, как взрослые. А вот непослушные – это все же глобальная оценка, основанная на систематическом непослушании в разных деяниях. Ну да. Ну, к слову, а вот что заставляет детей слушаться родителей? Вряд ли они понимают такие критерии, как там опытность, возраст и так далее. Вот что, за счет чего они слушаются? А вот из уст детей сейчас и узнаем, почему они слушаются родителей. Вот скажи, важно ли вот слушаться родителей? Да, Почему ты так думаешь? потому что они хорошие, кормят, купают, заботятся и любят. А почему это важно слушать родителей? Как ты думаешь? Потому что они заботятся. Заботятся. Ага. Мгм. А, Еду готовят еще. Нас собирают в школу или куда-то. А потом когда было чисто в доме, нигде не было грязи. тебя, ну вот, ты всегда дома убираешься, получается, да? Да? Это гости приходят. Когда гости приходят. Да, и тогда они скажут убираться. Слушаться родителей – это важно? А почему ты так думаешь? Потому что если не слушаться, то можно не пойти в университет. Если не слушаться, можно пойти в университет. Нет. Не пойти. Очень интересно все-таки, да, вот послушать детей. Порой нам, взрослым, не хватает вот этой способности глядеть на вещи вот детским взглядом. Он очень прост, а мы, как знаем, да, все гениальное просто. Ну а теперь пришло время и про взрослые уста поговорить и заняться красотой нашей речи. Сегодня в рубрике «Говорим правильно» разберем два слова, которые на первый взгляд имеют схожее значение, но есть нюанс. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о двух словах, очень друг на дружку похожих. Это слово «радикальный» и «кардинальный». Можно даже подумать, что какой-то шутник попросту переставил буквы в одном слове, чтобы получилось новое слово. Но мы-то с вами знаем, если есть различия в форме, то значит есть различия и в содержании. Радикальный и кардинальный. Слово «радикальный» имеет значение решительный, коренной. Радикальными могут быть, например, взгляды, меры. Политики тоже могут быть радикальными. Они придерживаются таких коренных изменений, поэтому их так и называют радикалы. А вот то, что они придерживаются мнения, что необходимы коренные изменения, кроется корень различия слова «радикальный» и «кардинальный». Дело в том, что французское слово «радикал» образовалось от латинского «radix», что значит «корень». Таким образом, радикальный – это значит требующий коренных изменений. А вот радикал – это все-таки не то же самое, что кардинал. Поэтому радикальный – это не то же самое, что радикальный. Если слово «радикальный» образовалось от латинского «радикус» со значением «корень», то слово «кардинальный» образовалось тоже от латинского слова «кардинал» со значением «главный», «важный». Например, взгляды могут быть радикальными, они не могут быть кардинальными. Но с другой стороны, кардинально можно изменить любые взгляды, даже радикальные. Таким образом, давайте-ка мы с вами примем радикальное решение говорить правильно. И это будет кардинальной задачей наших встреч. Всего доброго! На календаре 2 декабря. В Якутии снега лежат уже давно, а вот в некоторых точках мира, возможно, только сегодня выпадает первый пушистый снег. Возможно, поэтому 2 декабря в мире отмечают День пушистой нежности. Но не только со снегом связан этот день. Кто-то ассоциирует его и с пуховыми изделиями, кто-то с домашними животными. В любом случае, есть у этого неофициального праздника и свои традиции. Например, дарить друг другу улыбки, говорить ласковые слова, совершать добрые дела. Кстати, все это прекрасно можно сделать утром и настроить
настроить всю семью на приятный день. Ну а о других датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 2 декабря. Сегодня отмечают День банковского работника России, День 2D-художников, Киберпонедельник. По народному календарю Авдей-родитель. Русские люди верили, что Авдей покровительствует домашнему хозяйству и семейному благополучию. За это святого прозвали родителем. В день его именин нужно было постучать обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам. По поверью, это препятствовало нечисти пробраться в дом. Также на Авдея опасались выходить на улицу. Старались сидеть дома поближе к теплой печке и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды. Самым популярным был сбитень – напиток на основе меда и пряных трав. Этот день в истории. В 1805 году произошло Аустерлицкое сражение. В 1942 осуществлена первая в мире контролируемая цепная ядерная реакция. В 1956 Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу с целью государственного переворота. 1907 советская межпланетная станция Марс-3 впервые в мире выполнила мягкую посадку на поверхность Марса. В том же 1971 образовалась Федерация Объединенных Арабских Эмиратов. В этот день родились Джанни Версачи, итальянский модельер, актриса Люси Лью, певица Нелли Фуртадо, американская певица Бритни Спирс. Именины отмечают Адриан, Герасим, Сергей и Денис. Паш, я недавно, знаешь, о чем задумалась? О том, что действительно цифровизация сегодня везде. Везде, и она упрощает жизнь не только нам, но уже даже подрастающему поколению. Ну, вообще, как бы цифровой век, поэтому неудивительно. Но в целом, да, как бы даже вот взять... Я всегда люблю приводить пример, потому что я цифровые технологии люблю, я за них радею. Вот взять, допустим, в банковской сфере, да, цифровизацию. Она уже значительно упростила нашу жизнь. У каждого банка почти что есть, ну, наверное, у каждого, да, без почти что. Есть свое мобильное приложение, в котором можно вообще все манипуляции основные проводить, открывать банковские продукты, там, вклады, кредиты и так далее, и элементарно, да, переводить деньги другому человеку. И это все в любое время дня и ночи, не посещая банк. И, к слову, для жителей многих стран, причем даже очень развитых, на первый взгляд, казалось бы, вот такие функции, вот перевести человеку деньги вообще в любое время суток, не посещая банк, это что-то из области какой-то фантастики нереальной. А для нас это обыденность. Действительно, но вместе с тем, Паша, конечно же, это, так сказать, лазейка для злоумышленников, потому что действительно именно этот момент является основным фактором для того, чтобы злоумышленники воспользовались этим. Да, но не только как бы мы про банковскую цифровизацию говорим, а вообще в целом цифровизация в нашей жизни. Она упрощает нам жизнь, но она упрощает жизнь не только нам, но и тем, у кого есть какой-то злой умысел. Поэтому надо всегда быть бдительным в сети, особенно если вопрос начинает затрагиваться о деньгах. Выходной вечер 9 ноября Наталья Дмитриевна проводила, как обычно, за просмотром любимой передачи «В кругу семьи». И тут звонок. Коллега женщины звонил убедиться, действительно ли это она просит в долг. Я говорю, никому деньги не отправляйте. Детям сказала, быстро отправляйте во все группы, что меня взломали, и никаких денег отправлять не надо. Звонили мне с Москвы, с Питера, Ставрополь, Иркутск, Краснодар. То есть везде мои группы, одноклассники, одногруппники, коллеги по работе, друзья. Я аж перепугалась, взяла, отключила WhatsApp. Оказывается, нельзя было удаляться с WhatsApp сразу, пока не выйдешь на 3 точки, связанные устройства, и выйти из сессии. Потому что, когда я не завершаю и выхожу, мошенники продолжают от моего имени рассылать всякую информацию. Учитель даже не поняла, как в ее телефоне оказалась вредоносная программа. Теперь она призывает всех быть бдительными, ведь в ее ситуации может оказаться каждый. Я сняла открытый урок у нас в гимназии и должна была отправить завучу. И так как объем большой был, мы не смогли его отправить ни через WhatsApp, ни через сетевой, ни через какие сети. Пробовали через почту. И потом уже вот когда, видать, в какой-то момент, может быть, я на какую-то ссылку зашла. Я не могу сейчас конкретно сказать, вот эта ссылка сыграла. Еще одна история закончилась благополучно благодаря бдительности окружающих. Мы призываем всех не оставаться в стороне и разъяснять старшему поколению правила цифровой безопасности.
сегодняшнего дня уже можно начинать отсчет дней до Нового года. Через пару недель начнется новогодняя суета, подарки, продукты на праздничный стол и так далее. А вот именно эта суета, на мой взгляд, и создает атмосферу праздника. Кстати, Паша, как ты любишь праздновать Новый год? Спать. Шутка. Не, на самом деле, последние годы всегда это все в кругу семьи, и я понимаю, что вот именно большой семейный такой круг, это вот самое, что именно есть атмосфера праздника, как-то весело всегда, так душевно, уютно и приятно. Но, тем не менее, да, есть в закромах мечта когда-нибудь именно новогодний праздник, а именно новогоднюю ночь даже, встретить где-то за рубежом, причем желательно в какой-нибудь там стране, которая в плане традиций Нового года, она как-то очень сильно от наших отличается, то есть посмотреть и на себе прочувствовать, как это в другом месте происходит. Ну и, конечно, если все мы помним «Один дома» во второй части, хочется... Лучше одному. Нет, лучше в одном прекрасном, ну не прекрасном, не знаю, я там не был, но город, да, под названием Нью-Йорк, почему-то вот именно новогодняя атмосфера. Ну это все фильмами воспитано, да, из 90-х, мы их смотрели и как-то внушили себе, что это там прикольно. Но в целом семейная история — это самое лучшее, но съездить хочется. Знаешь, Паша, у меня было очень много разных вариантов. У меня была огромная мечта как-то встретить Новый год на Красной площади. И приехав туда с дочерью там, заблаговременно в 6 часов вечера, я увидела толпу людей. И не оставалось ничего, как уйти оттуда, взять билет и улететь в Санкт-Петербург. И то есть Новый год пришлось встретить прям в 12 часов ночи, прям в том моменте, когда мы приземлялись в аэропорт города Санкт-Петербурга. То есть прям в самолете заиграл гимн, мы услышали речь нашего президента, были куча аплодисментов, причем рейс задержался, и вот в каком-то таком вот моменте мы оказались на взлетно-посадочной полосе. Звучит на самом деле интересно, что-то вот из таких редких, да, случаев, которые вот ты целенаправленно, возможно, никогда уже, наверное, такого не случится. Да, то есть прям такое стечение обстоятельств, чтобы прям в самолете и про это быть. Но в целом, если вы задумываетесь, да, о том, чтобы, если вы уверены, что ваша новогодняя ночь, она пройдет за пределами родной страны, вы готовитесь к какой-то поездке в новогодние праздники, убедитесь, что все у вас в плане отпуска в порядке, да, отпуск согласован, потому что, ну, сейчас вам в помощь, так сказать, как раз о графике отпусков расскажет далее рубрика «Советы юриста». Здравствуйте. На носу новогодние праздники, а значит, у многих начинается долгожданная пора отпусков. Согласно статье 114 Трудового кодекса России, предоставление оплачиваемого отпуска работнику с сохранением рабочего места является обязанностью работодателя, который должен предоставляться согласно графику отпусков. Кстати говоря, график отпусков – это не просто документ, а целый локальный нормативный акт, который утверждает руководитель предприятия. И он обязателен к соблюдению как для работодателя, так и для работника. Но это совсем не значит, что в него нельзя внести изменения. По взаимному согласию сторон в отпуск можно уйти и в другое время. А такие граждане, как несовершеннолетние работники, супруги военнослужащих, ветераны, один из родителей ребенка-инвалида, а также работники, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, вообще имеют право ухода в отпуск в любое удобное для них время. Если работник не относится к этим категориям граждан, он может попросить работодателя изменить дату отпуска. Для этого нужно написать соответствующее заявление. Однако в этом случае предоставление отпуска в желаемые даты будет правом, а не обязанностью работодателя. Если работодатель нарушает право работника, не отпуская его на заслуженный отдых, то работник имеет право обратиться с жалобой в инспекцию труда, прокуратуру или суд. Однако Трудовым кодексом предусмотрено и право работника по его письменному заявлению добровольно отказаться от отпуска, получив за это денежную компенсацию. При этом следует иметь в виду, что беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, уход в отпуск является обязательным. Кроме того, лица, работающие в районах Крайнего и Севера, имеют право на оплату 1 раз в 2 года стоимости проезда в пределах территории России к месту использования отпуска и обратно. Оплата стоимости проезда производится по заявлению работника не позднее, чем за 3 рабочих дня до отъезда в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или других документов. На этом у меня все. Хорошего вам отдыха. До свидания. Вот возвращаясь, да, к отпуску в новогодние праздники, это вопрос уже относительно дальнего планирования. Месяц до этих событий осталось. Мы поговорим про планирование ближайшее, на ближайшую неделю, если вы любите ориентироваться на астрологические прогнозы. Вот специально для вас на всю текущую наступившую неделю этот прогноз мы вам предоставляем.
Овен. Начало последнего года принесет вам возможность укрепить свои позиции в работе и добиться успехов. Вы почувствуете прилив энергии, который позволит вам взяться за старые незавершенные вопросы. Важно не торопиться с принятием решений в личной жизни, чтобы избежать конфликтов. Звезды советуют обратить внимание на здоровье и избегать переутомления. Телец. Эта неделя станет временем осознания своих истинных желаний. Удача будет на вашей стороне в профессиональной сфере, но для этого потребуется проявить настойчивость. Начало последнего месяца года – идеальный момент для планирования будущего и подведения итогов. В отношениях с любимым человеком вас ждет гармония, если будете внимательны к его потребностям. Близнецы. Эта неделя принесет вам множество новых идей и вдохновения. Начало декабря напомнит вам о необходимости завершить старые дела и подготовиться к новым вызовам. Не бойтесь брать на себя ответственность. Ваши усилия будут замечены и оценены. Общение с друзьями подарит позитивные эмоции и заряд энергии. Рак. Вам предстоит неделя, полная неожиданных поворотов. Период благоприятен для того, чтобы освободиться от ненужного и начать что-то новое. Звезды рекомендуют сосредоточиться на личной жизни. Ваше внимание и забота помогут укрепить отношения. Финансовые вопросы решатся лучше, если вы будете подходить к ним с рациональностью. Лев. Эта неделя подарит много ярких моментов и возможностей. Ваше природное обаяние поможет наладить важные связи и укрепить старые отношения. Гороскоп указывает на необходимость уделить внимание рабочим вопросам, чтобы не упустить шанс на продвижение. Ваша энергия будет на высоте, но постарайтесь направить ее в созидательное русло. Дева. Предстоит неделя, когда внимание к деталям станет залогом успеха. Ваша организованность и трудолюбие помогут справиться с любыми задачами на работе. Личные отношения выйдут на первый план, и вам удастся разрешить давние недоразумения. Звезды советуют больше отдыхать, чтобы избежать переутомления. Весы. Неделя принесет чувство легкости и вдохновения. Вы сможете разобраться с нерешенными вопросами и освободиться от ненужных обязательств. В профессиональной сфере откроются новые горизонты, если будете уверены в своих силах. Сосредоточьтесь на любовных отношениях, чтобы избежать недоразумений. Финансовая ситуация будет стабильной. Скорпион. Это время станет периодом внутренней трансформации. Не отвлекайтесь на мелочи и уверенно идя к своим целям. Вы почувствуете прилив сил, который поможет успешно завершить начатые дела. В личной жизни вас ждут приятные сюрпризы, если будете открыты для общения. Материальные вопросы решатся положительно, но важно избегать поспешных решений. Стрелец. Период со 2 по 8 декабря подарит вам возможность взглянуть на свою жизнь с новой перспективы. Вы сможете внести изменения в привычный распорядок, что улучшит ваше самочувствие. Начало последнего месяца года вдохновит вас на постановку новых целей и поиск путей к их достижению. В отношениях с близкими важно проявить терпимость и внимание к их чувствам. Уделите больше времени своему хобби. Это принесет вам радость. Козерог. Неделя будет полна продуктивности и достижений. На работе вас ждет успех, если вы будете действовать методично. В отношениях с коллегами и партнером важно проявлять дипломатичность, чтобы избежать конфликтов. Звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье и не забывать о полноценном отдыхе. Водолей. Вы почувствуете, как жизнь начинает наполняться новыми красками. Начало декабря будет благоприятным для творчества и реализации смелых идей. Недельный гороскоп указывает на необходимость пересмотреть свои приоритеты, чтобы освободить место для важных дел. Материальная сфера останется стабильной, если будете избегать импульсивных решений. Рыбы. Предстоит неделя, когда интуиция станет главным помощником. Вы сможете найти нестандартные решения для сложных задач на работе. Уделите внимание личным отношениям. Ваша забота и поддержка будут особенно важны для близких. Время, проведенное наедине с самим собой, поможет восстановить силы и найти вдохновение. Гороскоп – это вещь, конечно, хорошая, но главное верить в это, да? Либо вот я... Мы возвращаемся к линии жизни, с чего мы начали сегодня. Да? Но, опять же, те, кто верят, для них это хорошая информация. А если не верим, просто пропускаем и забываем, и действуем по своему мироощущению. Можно упростить просто для цитаты из ВКонтакте. Если веришь, верь, если не веришь, ну не верь. Ну что, Паш, пока мы рассуждаем на эту тему, наши коллеги из новостной службы вновь готовы рассказать нам о последних новостях. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
Вопрос стресса на рабочем месте стал чаще беспокоить россиян. В этом году показатель вырос на 37% по сравнению с прошлым годом. Согласно исследованию, токсичность в рабочей среде стала заботить сотрудников больше на 21%, тревожность на 14%. Обеспокоенность профессиональным выгоранием увеличилась на 13%, и волнение по поводу конфликтности в коллективах возросло на 9%. Дополнительное беспокойство вызывает неопределенность, связанная с внедрением искусственного интеллекта. Усугубляет ситуацию и смена возрастных приоритетов. Фокус смещается на молодых сотрудников, и специалисты в возрасте от 30 до 50 лет остаются без должной поддержки, хотя финансовая и социальная нагрузка на них меньше не становится. Социальный фонд России сообщил, что старые СНИЛС не обязательно менять на новые страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. В фонде объяснили, что согласно поправкам в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛС предоставляется человеку в виде электронного или бумажного уведомления. Уведомление включает всю информацию, которая отражена в страховом свидетельстве, в том числе фамилию, имя, отчество человека, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС, уточнили в ведомстве. В рамках фестиваля в Якутске определили победителей конкурса «Строганина-2024». В этом году в соревновании приняли участие 16 команд из разных районов, округов и пригородов столицы, а также общественные организации. Каждая команда представила на суд жюри свое блюдо из северной рыбы. Участники продемонстрировали мастерство строгания. Ну а жюри оценивали качество и скорость разделки рыбы. Обладателями гран-при денежного сертификата на сумму в 100 тысяч рублей стали команда Виктории Николая Лаптевых из Гагаринского округа. Очень замечательное масштабное шоу. Для нас это первое, для меня это первое, для Марьяны это уже второе мероприятие участвовать. А так, я сам с севера, родом с севера, Булунского района. Для меня рыба это половина жизни. В целом состоит мероприятие из 3 этапов. Домашнее задание, строгание на скорость и качество. Третий этап качество. Хотим пожелать участникам удачи, успеха, пусть победит дружба. Кроме этого, определили победителей конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Награждение прошло по 3 номинациям: блиц-турнир, снежные скульптуры и ледовые. Победителей и призеров наградили медалями, дипломами и денежными призами. За первое место в номинации вручили кубки, созданные специально для этого конкурса. В этом году принимали участие мастера из Китая, Монголии, Приморского и Хабаровского краев, а также Якутска и 10 улусов республики. По снежным скульптурам сделали, назвали скульптуру «Машина времени», так как показали ребенка с советских времен и нынешнего ребенка. Их мысли там, это хотели показать. И у нас получилось, мы победили. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Паша, действительно, вчерашний день был такой, знаешь, прям новогодний, я бы сказала, потому что елки зажгли. Пробки были новогодние, я в них посидел 1,5 часа. Насыщенный день на мероприятия новогодние. Во-первых, елочки зажгли. Я хочу вопрос безопасности затронуть. Я вчера просто имел неосторожность поехать на машине посмотреть на елочку. Да? И вот в неположенных местах, в пробочных, просто люди... Берегите себя, вы перед машинами вот так не бегайте, потому что кто-нибудь поедет с детьми на руках, с детьми за ручку. Мы тут про хорошие новости про Новый год, а ты про проблемы. Я про то, чтобы у людей потом все дальше хорошо было, чтобы они себя берегли. Самое же главное, наше здоровье, о безопасности. Хорошо, возвращаемся к теме. Вообще было красиво, новогоднее настроение есть. Конкурс строганины завершили, ледовые скульптуры у нас уже столицу всю нашу украсили. И вот в преддверии Нового года якутский филиал Почты России совместно с окружной администрацией города Якутска подготовили праздничный сюрприз для жителей и гостей столицы. В рамках масштабного фестиваля «Зима начинается с Якутии», который стал одним из самых ярких событий зимы, состоится уникальный проект – бесплатная рассылка красочных новогодних открыток. Подробнее в материале наших коллег. Ну а Новый год начнется скоро и в Главном управлении Почты России, прямо здесь, на Дзержинского, 4. Здесь при входе вы можете взять красивую открытку с Чисханом и Харчаной, написать свои пожелания и отправить в любую точку страны. Свои поздравления жители города Якутска смогут отправить 1 декабря. Программа призвана не только порадовать жителей Якутии, но и поделиться праздничным настроением и колоритом северного края со всей Россией. Почта России гарантирует доставку открыток в любую точку страны, независимо от удаленности адресата. Вот только что отправил новогодние поздравления
Великий Устюг Деду Морозу. Всего для участия в акции подготовлено 6 тысяч эксклюзивных открыток, выполненных в ярком и запоминающемся стиле. Дизайн открыток разработан специально для этого мероприятия и отражает неповторимый колорит якутской зимы. Ну, пока мы только начали эту акцию, да, и можно сказать, что она официально запускается с 1 декабря и будет длиться весь декабрь, да, но уже видно, что те открытки с символикой фестиваля «Зима начинается с Якутии», которые мы разместили у операторов вот здесь на главпочтамте, они пользуются спросом. Те, которые были у нас, они уже, можно сказать, заканчиваются. Многие жители Якутска уже выразили желание отправить открытки своим родным и близким, проживающим в других городах и регионах России. Эта акция станет отличным способом поддержать связь с семьей и друзьями. Кому вы хотели отправить? Может быть, сестре. Она переехала в Мирный, и можно было бы поздравить ее с Новым годом. Наверное, ужин на СВО. Отправлю подруге своей в Ставрополе. Маме бы отправил. Семье, вот в Тампонский район, в деревню свою родную. У меня в Санкт-Петербурге родственники есть, в Москву, ну и свой родной район Верхоянский. Открытки можно будет получить бесплатно в Центральном почтовом отделении Якутска. Организаторы акции надеются, что она станет ярким событием фестиваля и поспособствует созданию атмосферы настоящего зимнего волшебства, объединив жителей Якутии и всех, кто ценит красоту и традиции этого уникального региона. Дарья Короленкова, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутске проходят съемки фильма «На краю света» по мотивам одноименной повести Николая Лескова, режиссер картины Эдуард Новиков. Проект стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В начале ноября для съемок фильма приглашены российские актеры. И сегодня они на студии. Да, Сергей Занин, Сергей Перегудов. Доброе утро. Доброе утро. Собственно, о ваших ролях немножко хотелось бы услышать и вообще в целом о картине. Ну, наши роли, они, так сказать, две главные роли, вот, собственно, по классике, это довольно такой проект, довольно любопытный для актерских каких-то наших внутренних переживаний, но и такой вызов, в общем, можно сказать. Вызов, потому что это произведение не было экранизировано никогда. И Эдуард Новиков со своим рвением и со своим желанием и азартом нас зажег, так сказать, внутренне. И мы действительно, в общем, горим этим, можно даже сказать. Да, потому что Лесков такой автор. Действительно, Сережа сказал, что мало его экранизировали, а что мы знали? Только левшу, да, очарованного странника, что там, и Леди Макбет Наценского, и все, больше ничего. Да, как-то, и это, честно говоря, большой риск, с одной стороны. Очень большой риск, потому что... возлагаются такие на нас как бы серьезная ответственность. А вот с точки зрения именно вот как отношения артиста, да, к своей роли, что именно привлекает? Вот это какое-то чувство первопроходца, скажем так, или... Так оно и было. Порой даже в съемках мы ходили по каким-то нетронутым местам Хангаласского улуса. Вот. И это было довольно любопытно. И пургу создавали. В общем, это там натурные съемки, в общем, впечатлили. И мороз даже мы чуть-чуть застали, потому что это, в общем-то, не город, а это была такая местность лесная. И, в общем, было даже холодно порой очень. Ну да, было, по-моему, к 30 было, по крайней мере. Но это не так. В Питере 30 это очень холодно. Там ветер пронизывающий. И влажность, да. Мы сейчас видим кадры со съемок, да. Вообще, в целом, эти роли близки вам по духу или вообще рядом не стояли? Ну, а близкие, это такое, действительно, проверка. Потому что я, например, такое не играл. Мы играли двух священников. Двух монахов. Двух монахов, да, которые посвящают, как писал Лесков, инородцев. Это 1800 год, инородцев в христианскую, в православную веру. Миссионеры. Миссионеры, да. А вообще вам сама вот эта церковная тема,
церковь же все-таки, да, посвящение веру, она вам близка или тоже для вас что-то новое, может быть? Ну, конечно, конечно. И, во-первых, здесь есть новое открытие для меня лично. И много вопросов возникло. Я сейчас очень близко, все ближе и ближе. Во-первых, погружаюсь. Во-вторых, я очень близко сейчас начинаю общаться с батюшкой, с которым не очень, был знаком, но не так. Вот сейчас просто такая провокация, которая заставила просто очень много задуматься. О многом задуматься. Ну да, мы с батюшкой и советовались, консультировались. Конечно, Мы воцерквлены, и вот это такое серьезное, в общем, произведение. У многих всегда возникает вопрос, а как попасть в проект вот или иной, да, в картину. Вот, наверное, сейчас очень актуально, наверное, когда проходят кастинги онлайн. Есть такое? Практикуется? Или же это все-таки миф какой-то? Здесь у нас как... Здесь именно как раз мы этот миф развеяли. Это как раз тот случай, когда мы соединялись, причем мы искали время, чтобы было удобно и для Эдуарда Алексеевича, потому что в Якутии разница во времени у нас большая, 6 часов с Петербургом. Вот мы, это тот самый случай, когда и пробы были по онлайну. Да, и встреча наша общая, уже когда нас утвердили, мы читали весь сценарий вместе, тоже в онлайне. Онлайн-читка. А вот онлайн-пробы, как отличаются от живых? Есть ли разница какая-то ощутимая, эмоциональная в том числе? Дело в том, что в последнее время вообще практикуется. Вот как бы, начальные пробы, просто люди могут на телефон записать, отправить, если люди увидели, которые занимаются кастингом, они, естественно, потом уже вживую пытаются, конечно же, если заинтересовались. То есть, с одной стороны, очень удобно, да, так? Удобно для кастинг-директоров, потому что раньше... Для нас очень неудобно. Для нас, конечно, да, есть ощущение, что нас не разглядят, не увидят, не поймут наши какие-то истинные актерские данные, там, то есть не развидят это. Ну вот я тоже хотел сказать, что как бы все-таки, когда дистанционно при помощи цифровых технологий, может пропасть эта жизнь, которая харизма, да, природная и так далее, которую вживую только можно. Скорее всего, это да, но вот Эдуард Алексеевич очень подробный, очень вкрадчивый режиссер. Он как-то вот все равно, я даже смотрел, как он наблюдал за поворотами, изгибами наших актерских каких-то, актерского существования, даже в пробе. Что-то, видимо, нашел. Видимо, так. Да. Хорошо, уйдем немножечко от темы кинематографа, да. Перейдем к темам душевным. Вот сколько вы пробовали в Якутии во время съемок в целом? Плюс-минус. Первый заезд был, первый этап. Мы снимали, все смены были на натуре. То есть отбивали натуру. Думали, что в декабре бабахнет. И по логике снимали всю натуру, чтобы более-менее тепло было. Ну, действительно было неплохо. Почти 2 недели. 2 недели? Да, 2 недели. За 2 недели, наверное, успели посмотреть Якутию, в частности, столицу Якутска, да? Нет. Мы как раз были в Кангаласском улусе, в селе Ой. Вот, и мы снимали... А я был в Покровске. Поэтому... Ну, то есть не было возможности. Но зато познали, наверное, немножечко наш климат. Да. Климат, во всей красе, да? Кухню якутскую успели попробовать? Да. Да, кое-что. Первый раз попробовали. Что первый раз впервые? Что удивило? Строганину. Индигирку мы пробовали, салат. Вот это, титульное. Да. Потроха не ели? Пока еще нет. Пока нет. Все впереди. Карасей жареных ели? Тоже нет. Кумыс пили? Нет, пока еще нет. Пробовали как-то вот... Ну вот позавчера я прилетел 2 дня назад. И прилетел день назад, да? Да. А вот второй заезд, да? В самом Якутске вот только мы первые, наверное, дни. Первые дни. Но я думаю, вы еще успеете все это попробовать, и это действительно останется таким ярким впечатлением вашей жизни, потому что все-таки наша кухня — это не просто кухня, это такое уже часть культуры нашей. Ну, любая национальная кухня — это культурная история. Это очень вкусно. Ну, это, да, вкусно. То, а вы как бы вот разницу в строганине и индигирке почувствовали?
Вот, по сути, как будто бы рецептурно это одно и то же. Мороженое рыба, мороженое Это рыба. хороший, кстати, вопрос. Но там смысл же в том, что строганина это вот в своем первозданном виде, а индигирка это уже с добавлением Приправлено. масла, соли, да. Мне, кстати, было интересно, почему это не одно блюдо, это разные, и каждый заслуживает свое место Но занимает. предпочтение отдаете чему? А и то, и то. Да, я бы тут не стал Я- выделять. вот Понятно, не что выбрать, не рецептурно вкуснее, и там, может быть, индигирка. Индигирка Но то, что строганина вот в том виде, вот в таком стартовом своем, она прекрасна в этом. Ну, такой, правда, очень хороший специалитет такой. Отменно, да? Да. Хорошо. А когда планируется выход картины на экраны? Ух, это даже мы не знаем. То есть даже мы, собственно, первые, кто не знает. Потому что я думаю, что это знает Эдуард, который, он мудрый человек, он все знает. Он знает, что надо изменить в нас, в кадре. Он знает, что нужно убрать уже на монтажном столе. Он видит общую какую-то картину. Ну и, соответственно, он знает всю хронологию действий по изготовлению фильма. И я думаю, что, может, через год. Хотя я не знаю. Ну, потому что в марте еще будет продолжение, там тоже будет 10 дней цикл, а потом уж... Ну, Сергей, надо вот между вами сесть и желание еще загадать. Да, мы обязательно исполним. Сейчас отобьемся и сделаем. Вам спасибо, вам желаем успехов, и нашим зрителям мы тоже желаем на сегодняшний день, конечно же, плодотворного трудового дня. Увидимся завтра.